Васталла, товарищи, уважаемые товарищи, ознакомившись с книгой Макара Макарыча Яковлева «Кырдюк на Камультугар» в переводе «За правду, справедливость и свободу», я прихожу к мысли, что познал много нового, хотя с Макаром Макарычем мы знакомы довольно давно, с молодых лет. Мы знаем, что Макар Макарович, будучи следователем по особо важным делам, начальником следственной части прокуратуры СССР, раскрыл сотни хищений в особо крупных размерах и убийств. Возглавлял следственные бригады России и Советского Союза, в том числе по расследованию самого крупного хищения алмазов в истории СССР. Хищение в магазине ГУМ, будучи заместителем руководителя по расследованию злоупотреблений в Главном управлении торговли Москвы. Богатый опыт следователя послужил эффективному руководству бригадами в Западной Украине, Магаданской, Камчатской, Кемеровской областях страны. Примечательно, что на основе раскрытых Макаром Макаровичем сложных уголовных дел изданы художественные произведения, послужившие началом возрождения детективного жанра в республике и началом развития известного сейчас во всем мире якутского кинематографа, имеющего прекрасные возможности завоевания всеобщего мирового признания. Так, нашим с Макаром Макаровичем общим большим другом, его, к сожалению, сегодня среди нас нет, Егором Неймоховым, я вот зачитываю из книги Макара Макаровича, написана книга «Сайцерыквел Гетевельте», Николаем Ус Федоровым по криминальным следам Золотого Дальстроя и Тусклый отблеск алмазов. Эти произведения стали впоследствии бестселлерами детективного жанра. Макар Макарович является прототипом главного героя фильма, снятого по мотивам повести «Случай на озере Сайсаре». Этот фильм стал гран-при 4-го Якутского международного кинофестиваля, а также первым в истории Якутии фильмом, номинированным организаторами Второго азиатского мирового кинофестиваля США на международный конкурс Голливудской ассоциации кинематографа «Золотой глобус». Кстати, я был одним из немногих свидетелей истории рождения художественного фильма «Журавли над Тильменем», изданного по сценарию Егора Петровича Неймохова. Он в то время был пресс-секретарем агентства дорожной службы республики, которое было доверено возглавить мне в качестве генерального директора. Так вот, на создание фильма, раскрывающего трагедию якутского народа в Великой Отечественной войне, потерявшего более 15% лучшей части всего населения, это больше, чем какие-либо народы по всему Советскому Союзу. Я имею в виду в процентном отношении. Из бюджета республики выделено было всего лишь 2 миллиона рублей. Ну, не долларов 2 миллиона. Вот есть фильмы у нас, которые имеют, значит, расходы на финансирование миллионными долларами. И не получившими признания общественности в целом мире. В итоге сценарий был сильно упрощен, сокращен, фильм получился черно-белым, чем Егор Петрович остался очень огорчен и недоволен. Безусловно, как друг, я удовлетворен тем, что в годы работы в агентстве дорожной службы Егором Петровичем изданы произведения, раскрывающие судьбы известных личностей Якутии,
в определенный исторический отрезок его развития. Это книги Быгах Битинен по острию ножа о судьбе Семена Михайлова, одного из ярких сыновей республики из Восточно-Хангаласского улуса, и других. Вторая книга Алампа о жизни одного из основателей якутской якутской литературы и театрального искусства Анимпадиста Сафронова. Именно годы работы в агентстве дорожной службы Егор Петрович удостоился чести стать лауреатом госпремии имени Алексея Кулаковского в области литературы и искусства и удостоился присвоения звания народный писатель Республики Саха-Якутия. Безусловно, мы гордимся тем, что биография Макара Макаровича занесена в книгу-энциклопедию о 35 лучших следователях России, изданной Следственным комитетом России в 2014 году, присвоено ему звание генерал-майора Академии безопасности, обороны и правопорядка. То, что Макар Макарович состоялся как известный правовед и законотворец, основывается, в моем понимании, на его нелегком детстве, спортивной закалке, огромном опыте, на практике блестящих раскрытий многочисленных громких хищений, убийств и других уголовных дел. Это очень ценно и важно. Законы должны рождаться из реально существующей жизни обстановки, пропущенной через себя, именно через себя. В этом сила достижений, я думаю, Макара Макаровича. Макар Макарович избирался народным депутатом и членом Верховного Совета Союза СССР во главе комиссии Верховного Совета Союза СССР, проверял деятельность прокуратуры СССР и Ленинградского военного округа. Принимал активное участие в разработке федеративного договора и проекта Конституции Республики Саха-Якутия. Когда мы вместе с Макаром Макаровичем работали в администрации Николая Михаила Ефимовича, Михаил Ефимович, как вот недавно в своем выступлении абсолютно правильно говорил Матвей Васильевич, действительно прислушивался к нашему мнению и учитывал наше мнение в своей многогранной деятельности. Я приведу такой случай. Когда однажды на планерном заседании у первого президента Матвей Васильевич встал и сказал, что слишком много несправедливых замечаний в адрес заместителей руководителей администрации. Естественно, наступила гробовая тишина. Нам показалось, что Михаил Ефимович недоволен и последуют какие-то организационные выводы. К нашему удивлению и удовольствию, через несколько дней Матвей Васильевич Мучин был назначен заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия. Жизнь показала мудрость и безошибочность решения первого президента под руководством Матвея Васильевича Мучина, которому исполнилось на днях 80 лет. В те годы было обучено, подготовлено в учебных заведениях России и зарубежья небывалое количество кадров, целенаправленно именно для отраслей народного хозяйства республики. Это я говорю к теме о справедливости решений Михаила Ефимовича, нацеленных на перспективу развития нашего края.
В настоящее время, как общественники, мы с Макаром Макаровичем встречаемся довольно часто по тем или иным вопросам общественной и государственной жизни, которые порождает современная сегодняшняя темповая жизнь. Макар Макарович в расцвете мудрости, творческих сил продолжает активно заниматься в полном соответствии с названием книги вопросами восстановления и справедливости и свободы ради дальнейшего улучшения жизни народов страны. Макар Макарович человек узнаваемый и уважаемый, часто выступает на различных площадках по многим серьезным вопросам, в том числе в последнее время по обновлению структуры законодательного органа республики в соответствии с посланием главы Айсена Сергеевича Николаева, внесение изменений в Конституцию Республики Саха-Якутия на основании недавно утвержденных дополнений Конституции Российской Федерации. Недавно на заседании Совета Общественной палаты Макар Макарович выступил с инициативой об учреждении звания Героя Якутии участникам Великой Отечественной войны, которые по различным причинам незаслуженно были лишены возможности присуждения звания Героя Советского Союза, самой ценимой высокой воинской награды. В заключение скажу, что издана очень востребованная книга не только для юристов-профессионалов, законодателей, правоведов, политиков, но и для всех тех, кому не безразлична судьба народов, заселяющих наш северный край и Россию. Желаю Макару Макаровичу здоровья, дальнейших судьбоносных творческих успехов. Спасибо.